Сегодня принимаю участие в митинге напротив посольства. Вот, друзья собрались. О начале своей борьбы за независимость и отделение от Российской Федерации и в будущем рассчитывает на получение своей полной независимости. В 2008 году жители Великого Новгорода поддержали меня на выборах в городскую думу Великого Новгорода, и я уже в то время чувствовал недовольство политикой Москвы, которая проводилась по отношению ко всем регионам. И сегодня это недовольство накопилось до такой степени, что когда только вот эта пелена страха, которая сегодня окутывает всю Россию, спадет, начнет растрескиваться, то это выльется в огромную волну протеста. Не только Новгорода, а также и народов, которые находятся на Кавказе, в Сибири, на севере нынешней Российской Федерации. И тогда Великий Новгород сможет также получить свою независимость, но эта независимость, я хочу подчеркнуть, дается только в борьбе, она не падает с неба. Я поэтому призываю все народы России заявить подать свой голос и приложить руку к борьбе за эту независимость. Что такое борьба ваша? Приветствую. Расскажи нам пару слов, по какому поводу мы сегодня здесь собрались. Вот митинг проводим санкционированный. Да, добрый день. Сегодня годовщина так называемого в Чечне, о так называемом добровольном присоединении Чечни в состав Российской Федерации. Как мы знаем, в России ничего добровольного нет. В плане присоединения народов это было не только с Чечней, в случае с Чечней в 2003 году, это было и веками, столетиями, с самого начала России. Постоянная захватническая война, колонизация, оккупация, истребление, геноцида. Сегодня мы пришли выразить поддержку чеченскому народу. Я вот представляю Дагестан, свободный независимый Дагестан. Это наш флаг. Мы выражаем свою поддержку чеченскому народу, и для остальных тоже хотим отметить то, что произошло в Чечне. Это была репетиция дальнейших действий, в том числе. То есть мы увидели то же самое в Украине, в Крыму в 2014 году, на временно оккупированных территориях Украины уже после полномасштабного вторжения. Подобное то, что происходило в Украине, допустим, мировым сообществом было расценено как недопустимое, но тут же мы имеем оккупацию Чечни и проведение там референдума. Это тоже не может быть допустимо, так же, как и то, что происходило в Украине. Все должны реагировать на это. Вы должны, мы выражаем солидарность и чеченскому народу, и украинскому народу Украине, и мы просим остальных тоже не молчать, не умалчивать эти моменты. Не только в Украине происходит жестокость и несправедливость со стороны России. Все то же самое было и есть и с нашими народами, колонизированными Россией. Не коренными, а колонизированными народами России. Вот как в Дагестане, я помню, как Путин пришел, у нас сразу же отобрали суверенность. То есть в нашей конституции бурятской было записано, что Бурятия — это суверенное государство. И вот в Дагестане вообще была ли конституция, я до конца не знаю. И если была, то какие изменения Путин накидывал так под благовидными предлогами и так далее? Да, конечно, подписывался некий фантастический союзный договор, но фактически ратифицирован был
скажем, бумажка 89 года, кучка предателей. И в Дагестане была своя конституция, был президент, и была республика, и было право определять свои границы. Сегодня из всего этого осталась конституция, которая, по сути, просто, как и все законы, все унифицировано под Конституцию Российской Федерации. Да? То есть невозможно иметь какую-то субъектность и быть республикой. Название республика осталось. Я считаю, это ненадолго. Это всего лишь формальность временная, которую Россия тоже считает недоразумением, я думаю, в Кремле. И они, я уверен в этом, торопятся исключить это недоразумение, да, убрать его. То есть, чтобы даже слово «республика» не существовало. Сейчас президент стал главой просто. Ну, осталось его губернатором назвать. Они, наверное, постеснялись бы первый шаг, сразу с одного шага губернатором назвать и областью назвать республику. Поэтому просто глава. Да, на бумаге как бы есть что-то такое, а на деле, конечно же, как и в других регионах. То есть фактически Дагестан, согласно своей же конституции, никакой автономностью не обладает? Нет, даже свои границы не определяет. То есть право решения, какое-либо решение о границах принимается федеральным центром. Например, передача была до принятия этого вот решения по праву Конституции, да, была передача некоторых дагестанских территорий Азербайджану в 2010 году, если не ошибаюсь. Оно вообще без референдума проводилось, без каких-то конституционных согласований Дагестан. Просто передал Путин лично и все. А потом они взяли и приняли поправки в Конституцию, заставили в Дагестане эти поправки ратифицировать. Все, дагестанская конституция, все законы, они соответствуют, не должны противоречить у нас, российской. И, по сути, нет ничего, чтобы можно было сказать, что в Дагестане есть что-то дагестанское, помимо там каких-то незначащих моментов, ничего не значащих моментов. А субъектности никакой. Если регион дотационные решения принимаются, тем более уже в Кремле. Ну, кто такой глава Дагестана сейчас особенно? Даже не дагестанец, да, назначенец. Это уже второй по счету, я думаю, так и будет продолжаться. У нас говорят, это варягов назначают с севера, которые к нам подоехали. Его нет уже. Ну вот у нас, например, наоборот, назначили вроде как Цыгенова Алексея, правда. Но про него история такая о том, что вот когда он в Москве был, он всем говорил, что он русский. Это вот такая присказка у большей части, значит, чиновников, которые сейчас работают, которые выглядят так, как я, да, но они говорят, я русский. И там прям, знаешь, ну вот эти песенки всякие поют, вот эти глумливые и так далее. И все 90-е годы там просидел такой Потапов. Он был таким закоренелым, значит, коммунистом, такой вот, прям, причем из таких коммуняк, которые вот идеологические еще, знаешь. И его вот, кстати, направили, когда перестройка случилась, направили его там управлять каким-то районом аж в Узбекскую ССР. Он там, видимо, поднаторел, его там, видимо, обработали как следует. И вот та конституция, которую Бурятия в конце концов принимала, она была типовая для республик. И для увеличения легитимности РСФСР, да, то есть там же была такая борьба между СССР и Россией, вот этого Ельцина и так далее. И тогда вот они вкинули вот эти конституции о том, что это суверенное государство, и таким образом они пытались в случае протеста со стороны властей СССР, да, добавить себе РСФСР как бы легитимности, что вот мы независимые государства. А может быть это и было в конституциях, которые были давным-давно написаны, ну мы понимаем, что и СССР, и Россия это тоталитарное, авторитарное государство без какой-либо частной собственности, без какого-либо, значит, действия закона. Поэтому ничего не изменилось. И вот нам подбросили как бы Цыгенова. И дурачки, конечно, вот те, которые вроде бы, как себя даже называют, националистами или там бурятами и так далее. Вот они купились на метиса. У нас сейчас строится, в том числе со стороны, значит, всяких там активисток, в основном Республика Балдырия. То есть, в общем, они идут на вот это все, что политическая нация, знаешь, там и так далее. Я говорю, политическая нация, она только тогда может быть, когда есть консенсус
в области владения ресурсами, недрами, землей и так далее. Когда, допустим, вот в Брюсселе, например, да, в Бельгии, там политическая нация есть, потому что половина Бельгии принадлежит франкофонам, половина голландцев фактически. Да? Ну, есть король один над ними. Вот это может быть политическая нация, которая выстраивались через войны, они вместе воевали против немцев, были под оккупациями 2 раза и так далее. Вот может быть такое. А тут, когда, извините, колонизатор, причем довольно свежий колонизатор, который на бурятском языке не говорит, который приехал и размножился, как вы ему просто, создавая вот эти вот бредни о политической нации, вы ему просто отдаете все рычаги управления. Для чего тогда вообще бороться за независимую Бурятию, если вы потом планируете просто не бороться за власть? Ну это же глупость, правильно? И поэтому все движения, и, в общем-то, я здесь тоже пришел для того, чтобы быть солидарным с представителями Ичкерии, ичкерийцами, с представителями других национально-освободительных движений. Здесь вот был представитель Новгородской республики Андрей Моисеев. Он ушел уже, да, не удалось у него взять интервью. Ну, постараюсь взять у него интервью завтра. Ладно, большое спасибо, Умар. Да, спасибо тебе. Нафис Кашапов, здравствуйте. Здрасте. Пару слов по поводу чего мы сегодня здесь собрались. Здесь собрались в поддержку чеченцев, то что российские фашисты сфабриковали референдум в свою пользу в 2003 году, март месяц. Что я хочу сказать, это по всей России, хоть сибирские народы, хоть кавказские народы, хоть финно-уйгурские, хоть народы Поволжья, Кавказа, такой диктатура, фашизм до сих пор продолжается. Во время Ельцина, конечно, такого не было. Даже этот референдум у нас в Татарстане проходил все нормально, все отлично. После прихода фашистского режима Путина, кремлевская банда весь оккупировал всю российскую территорию, особенно колонизированных народов. Здесь даже есть, которые русские живущие в Сибири, Краснодарском крае, около Питера, этот Питерским округе, голосовали против Путина, а фактически их голоса тоже сделали по-своему. Мы понимаем, то, что Чечня это как горячая точка для России, им как Татарстан, как Чечня, такие национальные свободные народы не нужны. Потому что свобода кавказского народа это очень опасно. Если уйдет Чечня, уйдет Грузия, Ингушетия, Дагестан, все остальные республики. И волна пойдет в сторону уже Азербайджана, Киргизии, Таджикистана. Вот самый страшный у них страх. Любым путем старались Чечню задавить таким путем. Но здесь что можно сказать? Нам, всем народам надо объединиться, начиная с сибирских народов, волжских народов, финно-угорские, народы Кавказа, Поволжья и среднеазиатские, и не только этот наши народы, украинцы, белорусы. В общем, вы предлагаете создать, иными словами, объединение между кавказцами, финно-уграми и тюрками, создать проект «Золотая Орда», взять Москву, выкинуть оттуда всю вот эту комарилью, которая управляет государством, и поставить своего хана на княжение в Москве, нет? Да, правильная идея. В свое время, около 300 лет, русские, бояре. Только в этот раз не надо русских князей допускать до управления. Да. Надо поставить какого-нибудь бурята или монгола. В свое время они около 300 лет дан платили. 300 лет. Тогда дан платили нашим татарским ханам 10%. А сейчас, в данное время, наоборот. Мы больше 92% даем Москву. Они нашими деньгами, нашими финансами, наш язык, культуру, обычаи уничтожают и ведут с нашими деньгами войну. Хоть территория Чечни, хоть Грузии, хоть война в Карабахе. Сегодняшний день особо очень жестоко идет война против украинцев.
Эта империя, это спасительная война, эта империя не должна существовать, должен быть уничтожен. Вместе с кремлевскими бандитами должны народы между собой согласиться и управлять со своей республикой, со своим богатством и вернуть свой язык национальный. Алга, Татарстан. Алга, Сибирь халқына тоже алга. Ай-ялай. Ай, алай.